26 апреля 1991 года Борис Ельцин, тогда еще председатель Верховного Совета РСФСР, подписал закон о реабилитации репрессированных народов. Статья 6 закона гласила: территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения. Ингуши всегда верили в силу мужского слова, тем более, что за месяц до подписания закона Ельцин приезжал в Ингушетию. Салам алейкум. Реабилитирован репрессированный ингушский народ. Сегодня он признан, что он прав, и никаких действий против России, против государства он не проводил. И ингушский народ своей историей доказал, что он не агрессивен, что он добр, что он трудолюбив, что он не завоеватель. Нет, он требует справедливости. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители, их действия, но только не народ. Эту речь Борис Ельцин произнес в Ингушетии осенью 1990 года. А спустя 2 года вооруженные формирования Северной и Южной Осетии начали массированный обстрел ингушских населенных пунктов. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. Хроника конфликта глазами очевидцев. Резня 92-го года события. Геноцид, устроенный в тайном сговоре, оправдывает цель отторжения территории. Страна на пороге развала империи. Каждый в стремлении урвать кусок жирнее. Вынашивают план заинтересованные лица. Одобрено руководством госправительства. 5-я колонна, печатью, грифом тайны. Внедренные саботажники и диверсанты. Алания, провозгласившая идеологию. Эксцентризм, дискриминацию, ксенофобию. Удары молнии, масонские силы. Черные тучи нарисовали 3 цифры. Дьявольское око в небе рисует смерть. Число 666. Темная секта, сатанинские ритуалы. Тут начнется расправа над мусульманами. Безжалостные каратели, маздахиты исполняют волю под диктовку сионистов. Сверкнула искра, стравлена нация. Найден метод замысла провокаций. Дан сигнал старта, первый выстрел. Приказ отдан, идет этническая чистка. Федеральные войска, танковая колонна. Стреляют в жителей под видом миротворцев. За ними идут, добивают раненых. Из Северной Осетии бандформирования. К ним примкнули кударцы южные. Безжалостно пытают ингушей безоружных. В сговоре с ними казаки дерзкие. Безнаказанно всех убивают, зверствуют. Колото-резанные раны, изувеченные. Сгоревшие тела, пропавшие без вести. Глаза налиты кровью от запаха жертвы. Мертвые тела от насильственных действий. Женщины, мужчины, старики и дети ждут своего часа в ожидании смерти. Как же так? Они не могут поверить сами. Вчерашние соседи стали палачами. Орудуют садисты, крик, людские стоны. Режут живые тела, как скот на бойне. Опьяненный разум от пыток и боли. Жажда требует человеческой плоти. Собрались те, кто проводит экзекуцию. Всяческая мразь и свора ублюдков. Люди спасаются тайными тропами. В бесхозных домах действуют мародеры. Я не говорю о всем народе в целом. Нет плохих наций, есть плохое время. Точнее, нет плохого времени по сути. Есть нации, а среди них плохие люди. 2 народа судьбы, одна история. Почему нет рядом братского народа? А как же клятвы в трудную минуту, оставив нас одних, не протянув руку? У системы нет сердца, это вряд ли. Ей не поможет реанимация, дефибриллятор. Кремль разлагается от слабости власти. Жертвы и хаос под занавесом демократии. Красивая иллюзия, в роли власти актер. На сцене мир, за кулисами произвол. Сорваны овации от кровавого зрелища. 2 геноцида за 1 столетие.
Не так, чтобы истребить ингушский народ. В чем виноват ингушский народ? То, что мы не умеем гладко брать и наглеть, как обнаглеть осетины. Кто начал стрелять? Пока мы точно не знаем, кто, но пока говорит о том, что это начали осетинские боевики в целях провокации. А осетинские боевики под нашим, как говорится, щитом начали грабить. А мы же допускаем вражду только к одному народу сейчас. Какому народу? Но сейчас непосредственно мы допустили большую ошибку к ингушскому народу. И я все время, когда приходили ко мне представители ингушского народа, говорил: я ничего пока не могу вам обещать, пока я не побываю и не повстречаюсь, и не посмотрю в глаза представителям ингушского народа. Глаза ингушского народа. Глаза ингушского народа. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. Те, кто у руля, смотрят сквозь пальцы. Нет прав для реабилитированной нации. Федеральный центр сует свои дотации, пытаясь загладить подачкой и компенсацией. Нужна четкая политическая воля. Референдум скажет вам свое слово. Вернуть административную границу, раскаяться в грехах и Богу помолиться. Мы помним ту самую власть преступную, ингушскому народу наплевавшая в душу. Лишь осталась злость, жажда мести. Один народ лечит, другой калечит. Убить одного, значит ты преступник. Убить тысяча, всем все сходит с рук. Видимость следствия, жалкая показуха. Замяло дело Генеральная прокуратура. Использован народ для коварной цели. Спасибо вам, Борис Николаевич Ельцин. Мы помним осень кошмарного время. Слова с трибуны, ваше салам алейкум. Из-за нашей нации вероисповедания нас подвергают гонениям и травле. О братских народах в гимне клянутся. Гнилая власть, дешевая конституция. Статья 29, свобода слова. Ну раз так, значит говорю по закону. По сей день убийства в домах, траур. Мой крик души, мой андеграунд. Мы не тот народ, чтоб забыть все это. Умеем терпеть всему свое время. Помня прошлое, стремясь в будущее. С нами лишь Он, Аллах всемогущий. Все расставит на свои места Всевышний. Кто коренной житель, а кто пришлый. Кто потомки великих предков. И кто перенял чужую культуру этноса. Предстанут два народа пред карой Божьей. Все забудут о территориальном споре. В судный день начнется жесткий расклад. Там разберутся, кто был прав, кто виноват. Ответят те лица, виновники трагедии. Конкретные факты, известны фамилии. Эффектом бумеранга за все преступления. Возврат земель, всего лишь дело времени. Самообороны ополченцев возглавлял отряд. Зелимхан Батаев, помним тебя, брат. Своего народа ты, достойный сын. Отстаивал интересы до последних сил. Столько жертв, людских страданий. Ни разу, ни одной минуты молчания. Конфликт резни, кровавого итога. 70 тысяч остались без крова. Вынужденные переселенцы живут как в гетто, покинув дома и земли своих предков. Множество убитых, множество раненых. Слезы и боль людей осталось в памяти. И не надо упрекать в межнациональной розни. Я, как и вы, патриот, сын своего народа. Правда глаза режет, помните, люди, это наша земля. Была, есть и будет. Ответят за каждого, кто был убит. Ничто не забыто, никто не забыт. Лишь реквием звучит в горной тиши. Наша вина в том, что мы ингуши. Нам чужого не надо, но свое мы вернем. Взывая к Всевышнему, мы с болью ждем. Иншаллах, придет время, будет наш пригородный район, город Владикавказ. В пустующем станково-инструментальном заводе мы обнаружили боевую машину десанта российских войск и БТР осетинского ОМОНа. Правда, уже без двигателей. Мы сняли двигатель, потому что если мы, это надо на заложников менять, если мы с двигателем их отдадим, то завтра эти машины пойдут против нас. Больше нам ничего не остается, а вот двигатель мы не отдадим, потому что технику мы вернем, на заложника поменяем.
А у вас лично есть какое-то оружие? У меня есть вот этот вот нож. Но этот нож не уязвим для этого танка. Если он был бы уязвим, я танк взял бы. Но он неуязвим. Что я с ним сделаю? А так вот такой бронетехники у вас в Ингушетии, на ингушской стороне практически нет своей? Не то, что практически, вообще нету. Вот она, то, что есть, это в бою добытое. Вот она, голыми руками, в принципе, добытое. Это письмо российского парня-танкиста, участника этой кровавой бойни. Вот что он пишет своей девушке. На днях разбили ингушскую деревню. Непривычно все-таки живых людей убивать. Здесь точно старый Афганистан. Сколько парней убили, а сколько еще убьем, неизвестно. Скорее пришла бы зима, уехать отсюда, забыть все. Целую, Саша. Страшные строки. Разве можно забыть убийство? Дудар Магомедович Нагоев был тоже танкистом. Старшина танковой роты, за рычагами легендарной Т-34 он участвовал в боях за Москву, на Курской дуге, освобождал Киев и Тернополь. Он был на войне, но не стал убийцей. У себя на родине, спустя почти полвека, он опять попал под перекрестный огонь. Впереди шли русские войска, миротворческие в кавычках войска, которые якобы пришли защищать нас и не давать убивать людей. А фактически оказалось, что они участвовали в этой грязной войне, не знаю только по чьей указанию, но я видел по телевидению, когда выступал Филатов, о том, что он говорил, что мы не дадим обиду осетинского народа, что мы уничтожим ингушский народ вообще, чтобы они никогда, как говорится, живыми не остались, никто из них. Было очень... Я не выходил из этого дома никуда, находился здесь, и вот начали обстрелы. Лично я знаю, что такое звук снаряда, пулеметный звук, но такого применения, мощного применения оружия против этого села я на войне не видел. Я воевал за родину, за великую родину. Я не считался ни ингушей, ни осетин, никого, ни россиян, никого я не считал. Я считал великую родину. И вот сегодня мне очень жаль и печально, что эта родина отплачивает мне такой дарью, таким подарком, как сейчас. И я считаю, что найдутся умные люди, которые разберутся в этой и посадят на скамью подсудимых этих Глазовых, Филатовых, Фищиных, Мищиных, которые помогали уничтожать маленький народ. Они их уничтожили за то, что они не могли дать отбою. Не могли, они заранее знали, что этот народ, их можно уничтожать спокойно, без жертв. И я считаю, что люди умные, люди понимающие дадут оценку вот этой вот грязной войне. Грязные, руки заморала, Россия заморала свои руки. Я удивляюсь, как могла российский солдат поднять оружие на безвинных людей. Как у них хватило совести? Я вот это не пойму. Я удивлен этим, потому что я с этими людьми, с русскими воевал. Они стояли плечо об плечо со мной рядом. И мы воевали как родные братья. Мы кусок сухаря делили пополам. Что сегодня получилось? Кого они убивали? Как им не стыдно? А еще они носили чины офицеров. Я считаю, этот полк, который участвовал в этой бойне, в грязной войне, должен быть суд офицеров, чтобы этих офицеров судили по суду офицеров, по чести офицеров. Это я не знаю, не имеют они звания офицера носить право перед народом. Да вы понимаете, что тут настолько геноцид это развился, что дошло до того, что вывозит отсюда труп, куда-то вывозит. За это берет 30-40 тысяч. Ну, согласно, русский солдат берет, кто же берет? Почему до сих пор их не судит совесть? Их не совесть, почему их не судит? Собственная совесть, если у них есть. Оказывается, у них, наверное, нет ее. В первых числах ноября прошлого года у российских солдат и офицеров такса за жизнь и смерть была примерно следующая. Вывести из пригородного района женщину с ребенком 150 тысяч. Вывести труп от 50 до 100 тысяч. Но, как известно, в стране инфляция, и цены росли. В ход пошли доллары. Процветало пьянство и мародерство. Действительно, кому война, а кому мать родная. Но что было требовать от простых исполнителей, если преступления творились на государственном уровне? Вы знаете, куда вы едете? Не знаю.
Нужна. Нам еще не сказали. То есть вам дали приказ просто выступать, вы собрались и поехали? Конечно. А вы до этого, вот за эти 5 дней, что вы здесь находитесь, вы участвовали в боевых действиях каких-то? Нет. Это не важно. Вот вы уверены, что именно эти войска участвовали в боевых действиях? Уверен, 100%, вот они были. На башне одного танка, так, вмятина должна быть от развалин. Если не верите, идите посмотрите. Я не знаю, где этот танк был, если на то быть. Я не могу ничего сейчас сказать. Вы еще не знаете?